الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Аль-Халим образуется от корня хильм. Это и Аллах Субханаху ва Тааля в Коране в 11 аятах назвал себя Аль-Халиму. Аль-Халим. То есть на русский язык мы можем перевести как выдержанный. Что же это означает? То есть выжидающий или с выдержкой. Аллах, обладающий выдержкой. Что это означает? Ученые дают объяснение и говорят: Аллах Аль-Халим, Он тот, который дает своим рабам отсрочку, не наказывает их за их грехи, злодеяния в ту же секунду. То есть Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам говорит, что Он Аль-Халим в 11 аятах. И тем самым дает нам понять, чтобы мы знали, что Он не наказывает своих рабов за злодеяние в ту же секунду, Он дает им отсрочку. То есть тем самым Аллах, Он обладает выдержкой. Он терпелив в отношении своих рабов, субханаху ва та'аля. Аллах в Коране говорит: «Инна Аллаха юмсику ас-самавати валь-арда ан тазуля, ва ла ин залата ин амсакахума мин ахадин мин ба'дих, иннаху кана халиман гафура». Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не разрушились. И если они разрушатся, кто же будет их удерживать, помимо Аллаха? Воистину Он халим, Он выдержанный, обладающий выдержкой, и Он терпеливый, и Он прощающий. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Знайте же, что Аллах знает, что в ваших сердцах. Знаете, что Аллах знает, что в ваших сердцах, так остерегайтесь же Его, бойтесь Его. И знайте, что Аллах, Он прощающий, и Он выдержанный. «Валлаху я'алау ма фи кулубикум, ва кана Аллаху алиман халима». И знает Аллах, что в ваших сердцах, и воистину Аллах, Он знающий и халим, обладающий выдержкой. И в другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам о том, что Он не наказывает своих рабов в ту же секунду. А если бы Он наказывал рабов своих за злодеяния, грехи, прегрешения тут же, то есть если бы Он не обладал качеством аль-хильм, то на земле не осталось бы ни одного человека ходящего. Как говорит Аллах в суре Ан-Нахлю: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Аллах говорит: если бы Аллах взыскал или взымал и наказывал людей за их несправедливость, за их злодеяние, Он бы не оставил на земле ни одного человека. Он бы не оставил ни одного человека, потому что нет безгрешных людей. Если бы Аллах за каждый грех тут же человека наказывал, то никого бы не осталось на земле, говорит Всевышний Аллах. Но нет же, Он дает отсрочку до определенного времени. И когда это время наступит, этот аджаль, этот срок наступит, они не смогут его ни отсрочить ни на мгновение и не смогут его приблизить ни на мгновение. То есть, если задуматься о качестве Аллаха Субханаху ва Тааля Аль-Хильм, мы, несомненно, проникнемся любовью к Аллаху Субханаху ва Тааля. Какие грехи люди совершают, какие разные злодеяния, страшные вещи, они нарушают права Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, нарушают права Его рабов. Но несмотря на это, Аллах, Он Аль-Халим, Он сдерживающий, Он обладает выдержкой, Он не наказывает своих рабов тут же, Он дает отсрочку, Он дает время, чтобы Его рабы покаялись и оставили те злодеяния, которые они совершали. Как у нас
в достоверном хадисе, который передает Абу Хурайра от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Аль-Кудси, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передает слова Всевышнего Аллаха. Аллах говорит: «Яштумуни ибну Адам». Воистину, сын Адама меня оскорбляет. «Вама янбагhi лаху ан яштумани». И не полагает, не подобает ему меня оскорблять. «Ваюкадзибуни». И он обвиняет меня во лжи. Он считает ложью мои слова. «Вама янбагhi лаху». И не подобает ему считать мои слова ложью. «Амма шатмуху факаулуху инна ли валада». Что же касается его оскорбления, то это его слова, что у меня есть сын. «Вамма такзибуху факаулуху лейса юидуни кама бадаани». А что касается его того, что он считает мои слова ложью, так это его слова, что я не верну, то есть то, что Аллах не возвратит его к жизни так же, как он меня впервые создал. То есть Аллах субханаху ва тааля говорит и упрекает сыновей Адама, детей Адама в этими грехами. То, что одни говорят, что у Аллаха есть сын, тем самым они его оскорбляют. Аллах говорит: они оскорбляют меня этими словами. Аллах не нуждается в сыне, как мы это уже с вами говорили. Аллах, Он пречист, и Он ни в ком не нуждается. И также люди считают ложью обещание Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Они считают, говорят, что Аллах не воскресит нас и не вернет в тот таким обликом, в каком мы были, после того, как наши кости истлеют. И в другом достоверном хадисе, в Сахихе Бухари и Муслиме, приводится от Абу Муса аль-Аш'ари, рады Аллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Лейса ахадун ау лейса шейун асбара аля ада сами'аху мин Аллах». Нет никого и нет ничего более терпеливого к оскорблениям и к вреду, который ему наносят. То есть тут имеется в виду, конечно же, не вред, то есть смысловой вред. То есть человек тем самым оскорбляет Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, и как будто вредит ему, конечно же, человек не может ему навредить. Мин ада сами'аху мин Аллах. Кроме Аллаха, говорит. Помимо Аллаха нет никого более терпеливого в отношении того оскорбление, которое приносят ему его рабы. «Иннахум ла яддауна лаху валада». Они приписывают ему сына. «Ва иннаху ла юафихим ва ярзукухум». А он что делает? Его рабы, те, которых он облагодетельствовал, он даровал им все, что у них есть. Жизнь, знание, разум, зрение, слух. Все, что у нас есть, это от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Создал все условия, чтобы человек мог достичь своих целей. И этот человек, после всего того, что Всевышний Аллах для него сделал, он говорит: у Аллаха есть сын. Приписывает Аллаху недостаток. И что же Аллах делает? Он что делает? Юафихим ва ярзукухум. Он дает им отсрочку, прощает и что делает? Ва ярзукухум. Он дает им пропитание, говорит. То есть этим людям, этим рабам, которые его оскорбляют, он дает им возможность покаяться, он дает им отсрочку и в то же время продолжает им давать свои блага, свои дары, свои ни'ма. И как сказал Ибн Аль-Кайим в отношении этого имени, и он, несмотря на то, что его оскорбляют и считают ложью его слова, он продолжает давать пропитание тому, кто его оскорбляет, и тому, кто считает его слова ложью. И он отдаляет от него несчастье и беды, и он взывает его к своему раю, и он принимает его покаяние, если он покается. И он меняет его грехи, его злодеяния на благие деяния. Он меняет его грехи и злодеяния на благие деяния. И он мягок в отношении него. И он посылает к ним своих посланников, своих пророков, чтобы они призвали их к одобряемому. И этим же посланникам, этим же пророкам он повелевает относиться к этому рабу, который совершил несправедливость в отношении Аллаха, совершает грехи, злодеяния, несправедливость,
Он приказывает этим посланникам, своим наилучшим рабам, относиться и обращаться к этому грешнику мягко и с снисхождением. Как в пример фараон, который был в свое время наихудшим человеком на земле, который даже говорил, что он Аллах Всевышний. «Ва ана раббукум аль-а'ля». Он говорил: «Я ваш Всевышний Господь». То есть злодеяние, выше, хуже которого не может быть. И в отношении него, когда Аллах Субханаху ва Тааля послал своих пророков, посланников Мусу и Харуна, что он им повелел? «Вакуля лаху кауля лаййина, ла'аллаху ятазаккару ау яхша». Идите к нему и обращайтесь к ему мягкими словами. Возможно, он уразумеет и будет среди богобоязненных. То есть вот оно, аль-хилм, мягкость Аллаха Субхану ва Тааля, его выдержка, сдержанность. Он не наказывает своих рабов, он оказывает к ним что? Мягкость. Даже к таким грешникам и несправедливым людям Аллах Субхану ва Тааля все равно продолжает относиться мягко. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он мягок по отношению к своим рабам. Он любит своих рабов, и Он любит, чтобы когда его рабы каются и оставляют свои грехи. Да. Идите к фараону, говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Таха: «Идхаба иля фир'ауна иннаху тага». Идите же, ступайте же к фараону, воистину он совершил злодеяние, он ослушался, и говорите ему: «Факуля ляху кауля лаййина». Мягкие и благие слова ему говорите. И мягкость Аллаха Субхану ва Тааля в отношении тех, которые приписали ему ребенка. В суре Аль-Маида Аллах говорит: «Лакад кафара аллазина калу инна Аллаха салису саласа». Воистину проявили неверие те, которые сказали, что Аллах, Он один из трех. «Вама мин илахин илля илаху вахид». Но нет же божества, кроме единственного божества. «Ва иллям янтаху амма якулуна ла ямассанна аллазина кафару минхум азабун алим». И если же они не прекратят, что они не прекратят и не оставят те слова, которые они говорят, их коснется, их постигнет, этих неверующих постигнет великое наказание. Азабун алим, болезненное наказание. Афаля ятубуна иля Аллахи ва ястагфируна, валлаху гафур рахим. И дальше что Аллах говорит? Сначала Он говорит о их грехе, о том, какое злодеяние они совершили, то, что они совершили неверие в отношении Аллаха, и то, что их коснется, их постигнет великое болезненное наказание, а потом говорит: почему же они не покаются Аллаху и не попросят у Него прощения? Валлаху гафурун гафурур рахим. Ведь Аллах воистину Он прощающий и милостивый, говорит. То есть вот Он какой Аллах Субхану ва Тааля. Аль-Халим, Он мягок к своим рабам. И что же касается выдержанности Аллаха Субхану ва Тааля, то есть этому примеров много в Коране. И один из их примеров у нас приходит в суре Аль-Буруч. История, которая приходит в суре Аль-Буруч, то, что был народ, и этот народ совершил большую несправедливость в отношении верующих людей. То есть люди уверовали в Аллаха Субханаху ва Тааля, и в ответ им их народ что сделал? Отверг этих верующих. Он не то что отверг, он уготовили этим верующим страшное наказание, страшное мучение. Они вырыли огромную яму и разожгли в этой яме костер. Костер. Настолько сильный был этот костер, что даже к нему близко невозможно было подойти. И что они делали? И в этот костер они кидали верующих людей. Асхабуль Ухдуд. Они кидали верующих людей. Об этом Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Буруч нам говорит: «Инна алладина фаттануль му'минина валь му'минати thumма лам ятубу фалахум азабу джаханнама ва лахум азабуль харик». Аллах говорит: те, которые мучили и сеяли смуту среди верующих мужчин и женщин, а затем не покаялись. То есть даже этим людям, которые совершили такую несправедливость,
такое злодеяние в отношении верующих рабов. Верующие рабы – это любимые рабы Аллаха Субханаху ва Тааля, рабы милостивого. Они в отношении них совершили такое злодеяние, такой ужасный поступок, они сжигали их живьем, женщин, мужчин, детей, стариков. Если они верующие, если они оставались на своей религии, они сжигали их. Такое ужасное их сделали. И все равно Аллах что говорит? Если они не покаятся, то есть Он даже им дает возможность, дает им отсрочку покаяться в своих грехах. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, а потом они не покаялись, говорит. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Им будет уготовано адское наказание, عَذَابُ الْحَرِيقِ, и обжигающее наказание, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллах, говорит, смотрите же, говорит, на эту щедрость и на эту мягкость, вот мягкость Аллаха Субханаху ва Тааля к своим рабам. Они, говорит, убивали его приближенных рабов, его аулия, его близких, любимых рабов. А он же, говорит Аллах, призывает их к покаянию и прощению. И Аллах Субхану ва Тааля, как мы уже упомянули, по своей щедрости, по своей милости, Он удерживает эти небеса, Он удерживает землю от того, чтобы они не разрушились, от того, чтобы они не исчезли. Хотя на этой земле, на той земле, которую Аллах Всевышний создал, люди совершают разные злодеяния, несправедливости. Они предают Аллаху сотоварища. Они не веруют в Аллаха Субханаху ва Тааля, нарушают права как его, так и его рабов. Но несмотря на это, Аллах Субхану ва Тааля что? Сохраняет жизнь на этой земле. Он продолжает нам давать свои дары и свои блага. Вот что значит имя Аллаха Аль-Халим. Имя Аллаха Аль-Халим. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля это имя Аль-Халим, то есть выдержанность. Выдержанность, как мы сказали, это то, что Аллах не наказывает своих рабов тут же за их злодеяние. Если в этом мире, например, человек терпелив в отношении того зла, которое ему причиняют, и не отвечает этому злодеятелю злом, не наказывает его, то в этом мире это может быть по разным причинам. Иногда, например, человек просто не может ответить. И он что? Ему ничего не остается, кроме как терпеть те злодеяния, которые ему причиняют. И этот человек не является аль-халим. Не является, это качество не называется аль-халим. Халим это тогда, когда есть возможность наказать, ответить, но вместе с этой возможностью ты сдерживаешь вот это, терпишь. И Аллах Субханаху ва Тааля поэтому в Коране. И также, например, иногда может быть такое, что человек прощает или же терпит, потому что не знает того, кто ему навредил. Бывает такое в жизни. Тебе что-то навредили, кто-то навредил, и ты не знаешь, кто это сделал. У тебя что-то украли, и тебе не остается ничего, кроме как что? Терпеть, простить. Но Аллах Субхану ва Тааля о себе говорит в Коране: «Ва инна Аллаха ла алимун халим». Аллах, Он знающий и аль-халим, обладающий выдержкой. То есть Он терпит, Он сдерживает свой гнев, Он не наказывает своих рабов вместе со своим знанием. То есть никто не может сказать, что Аллах не наказывает, потому что Он не знает грехи людей. Нет, вот Аллах в Коране отвечает: воистину Аллах алим, Он знает ваши грехи, Он знает, что вы совершаете, Он знает, что в ваших сердцах, о чем вы думаете, какие у вас намерения, что вы преследуете. Но несмотря на это, Он, несмотря на свое знание, Он халим. То есть Он знает, Он может вас наказать, но Он халим. Он выдержкой обладает, Всевышний Аллах. И в другом аяте говорит: «Валлаху ганиюн халим». Аллах богатый, ни в ком не нуждается, и халим. То есть, и никто, после этого аята никто не может сказать, что Аллах прощает и не наказывает своих рабов, потому что Он в них нуждается. Нет, Аллах говорит: Аллах гани. Мы с вами имя гани проходили. Гани это тот, который ни в ком не нуждается. И несмотря на это, Аллах Он аль-халим. Он прощает, Он терпит те грехи, которые рабы совершают. То есть, значит, Он прощает и
выдерживает не потому, что он нуждается в своих рабах, нет. Он делает это по своей милости и лишь по своей щедрости. То есть вот оно, качество Аллаха, аль-хильм, выдержанность, обладание выдержкой. Аллах, субхану ва тааля, как Он мягок, как Он добр к своим рабам, субханаху ва тааля. И несомненное знание этого имени переполняет наши сердца любовью ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И также надеждой того, что каким бы ни были, каким бы у нас грехи не были, Аллах, Он что? Он готов нас простить, Он ждет, пока мы покаемся. И нам нужно скорее спешить к этому покаянию. Он нам дал время, Он нам дал отсрочку, или аджали мусамма, до определенного срока. Пока этот срок не пришел, нам нужно каяться, нам нужно стремиться ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И что касается качества аль-хильм, аль-халим, это благородное качество. Этим качеством также Аллах, субханаху ва тааля, именно качество сдержанности, выдержки, описал своих посланников. Он описал Ибрахима. «Ва инна Ибрахима ля халим». Воистину Ибрахим халим. Он обладает выдержкой, он сдержанный, он терпеливый. «Ва иннака ля анта халим». К пророку Шуайбу говорит, и касательно пророка Шуайба сказано, что ты воистину аль-халим, ты сдержанный, ты обладающий терпением. И также Аллах, субханаху ва тааля, Исхака, пророк Исхака, алейхиссалям, также назвал гулямун халим, сдержанный. То есть это качество, то, которое Аллах, субханаху ва тааля, любит в своих рабах, потому что Он назвал этим качеством своих близких рабов, это Его пророки. Наилучшие из Его рабов, Его пророки, назвал этим качеством, их восхвалил их этим качеством, и, следовательно, это качество, то, к которому каждый верующий должен стремиться. Какое это качество? Хильм, мягкость. То есть, когда ты имеешь возможность человека, который тебе совершил злодеяние, за это злодеяние тут же, скажем, покарать, не дать ему возможности даже извиниться, попросить прощения, не дать ему возможности исправиться, ты его, что? Отвечаешь этим же злодеянием на совершенное злодеяние. Нет. То есть нужно человеку стараться быть терпеливым, надо стараться быть аль-халим, сдержанным, выдержанным, то есть не следовать своему гневу. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал: «Ля тагдаб», не гневайся. То есть тут не имеется в виду вообще не гневайся, потому что гнев — это чувство, от которого невозможно избавиться. Гнев, страх, надежда, любовь — это чувства, которые возникают в наших сердцах. И эти чувства невозможно, от них избавиться нельзя никак. То есть гнев он приходит. Но тут в толковании хадиса что говорят ученые? То есть не следуй этому гневу. То есть гнев тебя постиг, и ты что? Не совершай деяния, следуя этому гневу, который у тебя возник. То есть нужно последствия, чтобы этого гнева не отражались, к этому стараться. На этом, иншаллах, мы с вами завершим сегодняшнюю лекцию. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллах.